Добрый день, дорогие друзья! Мы второй раз встречаемся после первого выпуска о Дворце Евнухов. Программа получила хороший резонанс. Написала о нем информационное агентство Байкал Дейли, которое вспомнило выступление Игоря Бабкова накануне, в прошлом году, на ноябрьской сессии, о простатите. И мы решили вспомнить эту скандальную историю, когда один из законодателей, а именно коммунист Виктор Малашенко, выступил с инициативой закупки медоборудования для лечения проститута. Ой, господи! Простатита! Проститута! А может, проститута действительно нужно лечить? Так что это было-то? Вспомним, а? Из проекта бюджета убрали статью расходов на закупку вот этого специального оборудования. Марцелятор называется. Да, которым лечат мужчин. Именно вот такой безоперативный способ вмешательства, с минимальными, так сказать, потерями для мужчины. Но исполнительная власть его исключила из проекта бюджета. Я, естественно, этим возмутился и выступил на сессии Народного хурала с просьбой изыскать деньги на этот прибор для мужчин, для лечения простатита. И вот, Много-то и не надо было, да? Всего миллионов, да. 8,5 миллионов. И да. Вот я хочу процитировать ваше выступление, но без хохота читать это невозможно. Вот вы пишете о том, что, по крайней мере, никто не возражал. Почему? Потому что большинство хорала у нас кто? Мужчины в возрасте старше 30 лет. Как раз в возрасте, когда начинается очень большой, риск простатита. Да? И вот никто не возражал, вы пишете, и вдруг одна высокопоставленная чиновница раздраженно сказала: что вам, простатит лечить нечем? И с издевкой добавила, что надо больше с женщинами общаться, вроде как совет дала. Но я вам хочу сказать, она что-то знала. И знает что-то такое, чего не знаем мы, дорогие зрители. Хочу лишь напомнить, что эта высокопоставленная чиновница, один из главврачей нашей районной больницы, высокопоставленный, депутат, да? Не будем называть имени. Так вот, она посоветовала, что нужно больше общаться с женщинами. Почему-то. Депутатом. Да, депутат. Вы сказали, что... Странное заявление. Вот так вы сказали, что беспорядочные половые связи, которым это может закончиться, только усугубить ситуацию. Потому что бесплодие это одно из тяжких последствий простатита. Вот такой, прокатили законопроект, оборудование деньги на оборудование не дали. Не дали, женское лобби, как правильно сказал Игорь Александрович, победило. И женщины общаться не хотят. Вот такой... одни проблемы. Вот такой простатит народного хурала.